Китайский коронавирус уносит все больше человеческих жизней. Число заразившихся растет, количество тех, кто излечился, ничтожно мало. Отмена авиарейсов в Китай по всему миру. Десятки миллионов человек заблокированы в своих городах в самом Китае. Центральная Азия пытается вывести своих граждан из очагов заражения. Когда вылетали, когда обратно, самолет задержали на 7 часов, скат авиалиния. И при выходе проверяли, и все. Гражданское общество выступает за скорейшее освобождение таджикистанского журналиста Далера Шарифова из местного отделения ГКНБ. Во время обыска в его доме нашли литературу на арабском языке. Я предполагаю, что причины интереса госбезопасности к Далеру кроются в его профессионализме и умении мыслить, и причина задержания только в этом. Пропавший сын оппозиционного таджикистанского политика нашелся в центре содержания нелегальных мигрантов под Москвой. Это халатность. Халатность сотрудников судебных приставов, может быть, халатность надзорных органов. В прямом эфире информационная программа «Настоящее время Азия» в бишкекской студии. Я Шавкат Тургаев. Здравствуйте. От китайского коронавируса скончались уже 132 человека. Стремительно растет и число заразившихся. Теперь их более 6 тысяч человек. Но есть и те, кто победил вирус при отсутствии вакцины. Правда, их пока не так много. Акрам Абдукахор и Джибек Бегалиева собрали самую последнюю информацию. «Держись, Ухань!» Каждый вечер жители многомиллионного города кричат из своих окон этот лозунг. Сегодня ровно неделя, как 9-й по величине китайский мегаполис живет в режиме карантина. Впрочем, скорой отмены блокады вряд ли стоит ожидать. Специальные комиссии Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая объявили, что пик вспышки коронавируса в стране наступит примерно через 7-10 дней. Правда, ученые из Гонконга дают более пессимистичные прогнозы. Они предполагают, что число заболевших может достигнуть максимума только в апреле-мае. Тем временем общее число заразившихся коронавирусом за последние сутки перевалило за 6 тысяч, а количество умерших составило 132 человека. Статистика вылечившихся до сих пор остается несущественной – 103 человека. Несмотря на отсутствие вакцины, китайские медики выработали оптимальный медикаментозный метод терапии. Национальная группа медэкспертов не только осуществила ряд визитов, но и провела консультации по проведению лечения в целом. Некоторые участники группы также работают главами локальных медгрупп в реанимационных отделениях специализированных госпиталей. Это делается для того, чтобы лечение соответствовало стандартам, было своевременно и эффективно. В свою очередь, ученые объявили о некоторых продвижениях в направлении создания вакцины. Австралийские биологи заявили, что им удалось в лабораторных условиях воссоздать уханьский коронавирус. На распространенных кадрах видно, как именно растет и развивается вирус. По словам бактериологов, результаты эксперимента могут приблизить их к созданию вакцины. Впрочем, китайские ученые, которые тоже работают в этом же направлении, утверждают, что до открытия настоящей вакцины требуются месяцы. Для разработки вакцины необходим специальный процесс. В данный момент штамм вируса выращивается с использованием процесса культивирования клеток. Потребуется месяц, чтобы получить образец вакцины. После этого необходимо полмесяца для ее испытаний и как минимум еще 1,5 месяца для окончательного утверждения. На фоне разрастающейся эпидемии коронавируса ряд стран начали эвакуацию своих граждан из Китая. Япония, США и Франция первыми начали возвращать своих соотечественников домой. Один из крупнейших в мире авиаперевозчиков British Airways объявили о приостановке полетов в Китай. Компании Toyota и Honda также приостановили работу своих заводов до 9 февраля. Starbucks объявила о закрытии около 2000 своих заведений в Китае. Это половина сети компаний в этой стране. Макдональдс временно закрыла свои рестораны в 5 городах провинции Хубэй. В свою очередь, эксперты агентства C&P Global Ratings отмечают, что от вспышки коронавируса пострадают отрасли общественного питания, развлечений и туристических услуг. А аналитики Goldman Sachs предупреждают, что снижение туристической активности может привести к сокращению спроса на топливо и, соответственно, к снижению цен на нефть в мире. Джибек Бегалиева, Акрам Абдукахор. «Настоящее время Азия». Из Китая возвращаются казахстанские туристы. Сегодня были доставлены отдыхавшие из города Санья, а днем ранее прилетели туристы из Хайнаня. Ранее в авиакомпании СКА сообщили, что всего из Китая будет 3 рейса. На прямой связи с нашей студией наш корреспондент в Алматы Шолпан Уразбекова. Она находится в аэропорту и встречала самолеты из Китая с гражданами Казахстана. Узнаем у нее последние новости. Шолпан, привет. Расскажи, как встречали прилетевших казахстанцев? Их принимали как обычных пассажиров?
Привет, Шавкат. Да, вот здесь в общий зал, когда выходили прилетевшие, встречали их как обычных пассажиров. Но я знаю, что до таможенного контроля их встречали медики с тепловизорами, проверяли. И если бы у кого-то была повышенная температура, то, я думаю, всю группу прилетевшую эвакуировали бы и госпитализировали. Но сегодня из города Санья прилетел полный самолет, как рассказали сами прилетевшие. Днем ранее, вчера вот ночью из Хайняня прилетел еще один рейс. Это был первый рейс и ожидается еще один рейс. Но судя по настроению, тому, как рассказывают сами прилетевшие, никакие новости о коронавирусе их отдых не омрачило. И они довольны тем, как отдыхали, были довольно неплохой отпуск. И отметили, что больше, конечно, страшно было слушать новости по телевизору и по новостным сайтам. Я предлагаю послушать, что они сами расскажут. Не, а что бояться, у нас же организм казахский, сами знаете. Мы кушаем хорошо, конины едим, мы не боимся заболеть. Паники нет. Вообще все отлично. На самом деле все отлично. Телевизору страшнее намного. Да. Там все спокойно. Да. Ничего страшного. Когда вылетали, когда обратно, самолет задержали на 7 часов, СКАТ авиалиния. И при выходе проверяли, и все. Проверяли, да, все нормально. Не страшно? Нет. Про карантин наш? Нет, там свободно, спокойно, нормально. А сюда прилетели врачи, проверяли вас? Видели врачей? Да, проверяли. И здесь проверяли. Шолпан, расскажи, пожалуйста, а что известно о туристах, которые вернулись ранее? 35 прибывших из Китая госпитализированы и изолированы в специальные боксы. Из них 22 поставлен диагноз острая респираторная вирусная инфекция, 4 грипп и в одном случае парагрипп. Кстати, ранее были в социальных сетях и в мессенджерах распространялась новость, что якобы в регионах были подтверждены несколько случаев заражения коронавирусом. Вот этот факт сегодня главный санврач Казахстана Жандарбек Бекшин опроверг. Я предлагаю послушать ситуацию в Казахстане. Таким образом, подтверждены сезонные заболевания у 27 пациентов. А у оставшихся 8 и у всех остальных госпитализированных мы берем и отправляем пробы для дополнительного тест-контроля в Национальный научный центр особо опасных инфекций имени Айтимбаева в городе Алматы. В этом центре освоена методика ПЦР-диагностики нового коронавируса. Все ресурсы в Казахстане есть. Плюс мы договорились с Всемирной организацией здравоохранения и Российской Федерацией о взаимной профессиональной помощи. Шолпан, хочу тебя спросить, а вот какие меры еще предпринимают власти? Мы знаем, что еще не все казахстанцы вернулись из Китая. С сегодняшнего дня с межведомственной комиссией при правительстве остановлены автобусные перевозки между Китаем и Казахстаном. С 1 февраля приостановят поезд в том же направлении, а вот с 3 февраля в Китай перестанут летать самолеты. Но я знаю, что еще ожидается несколько рейсов дополнительных. Оттуда привезут казахстанских туристов. Спецборд должен привезти наших студентов, которые обучаются в Ухане. И, к слову, я, кстати, еще хочу добавить, что сегодня глава гражданской авиации Казахстана заявил, что все, кто купил билеты на отдых в Китай 6 февраля, полная стоимость билета будет им возвращена. Шавкат, у меня все. Шолпан, большое тебе спасибо. Я напомню, из Алматы на прямой связи с нами была наш корреспондент Шолпан Аразбекова. Спасибо, всего доброго. Давид Аракелян уже несколько лет живет в Суджоу, городе на юго-востоке Китая. Когда началась вспышка коронавируса, он несколько дней сидел дома, но потом все-таки вышел на улицу, чтобы купить еды. Вот его кадры пустого города и того, как Китай переживает вспышку болезни. Мы не знаем, когда вернемся к работе. Вирус распространяется очень быстро. За 5 дней я впервые выхожу за продуктами. Закрыты аэропорты, железные дороги и автомагистрали. В нашем городе паники нет. Почти все закрыто. Очень мало людей на улице.
Если встречаются люди, то они в масках. Все закупают в больших количествах. Все покупают в запечатанных упаковках. Лапшу, чипсы. Свежие продукты почти не продаются. Морепродуктов вообще нет. За 3 года я никогда не видел наш район таким пустым. К другим темам. Свободу журналисту под таким хэштегом в таджикистанском сегменте соцсетей началась кампания в поддержку журналиста Далера Шарифова. Он уже 2-е сутки находится на допросе в управлении Госкомитета нацбезопасности. Близкие журналиста рассказывают, что накануне в полдень он вышел из дома, а уже через несколько часов сотрудники милиции провели обыск в его квартире, рассказывает Анушервон Арипов. Далер Шарифов не получал повестку с вызовом на допрос. Никаких обвинений ему предъявлено не было. Но, несмотря на это, независимого журналиста уже 2-е сутки удерживают в управлении госбезопасности по району Шохмансур, сообщают близкие Шарифова. Также в его квартире сотрудники милиции изъяли компьютер и все книги на арабском языке. Остальная литература была описана. Причина вызова журналиста на допрос в ГКНБ неизвестна. Официальные органы власти воздерживаются от комментариев. По словам родных Шарифова, представители власти им обещали, что его отпустят сразу после допроса и проверки. Коллеги журналиста также не могут понять причины его задержания, но уверены, что это связано исключительно с его профессиональной деятельностью независимого журналиста. Его бывший работодатель и коллега Зафар Суфи уверен, что Шарифов не состоял в каких-либо запрещенных организациях. Но изъятие литературы на арабском свидетельствует, что его могут обвинить именно в этом. Я предполагаю, что причины интереса госбезопасности к Далеру кроются в его профессионализме и умении мыслить, и причина задержания только в этом. Если будут названы другие причины, то это будет откровенное вранье. Сегодня в общественной организации «Независимый центр по защите прав человека» сообщили, что выделили адвоката для защиты прав Далера Шарифова. Причины вызова на допрос и задержания журналиста адвокат сообщит после встречи со своим клиентом. Информагентство 24KG не будет выплачивать семье экс-замглавы кыргызстанской таможни более $200 000. Раим Матраимов и его родственники отозвали иск на возмещение морального вреда. В Бишкеке сегодня прошло заседание по иску экс-таможенника, и фигуранта громких журналистских расследований о коррупции к 3 СМИ Дарья Тимофеева побывала на суде. Уладить все миром так и не удалось, хотя истцы брали неделю, чтобы договориться со СМИ. По сути, сами переговоры так и не были проведены. К большинству адвокатов никто не обращался. Сейчас удалось лишь решить вопрос насчет заголовка издания 24KG. Почти час потребовался судье, чтобы принять решение и отозвать материальные претензии истцов к информагентству 24KG. Я напомню, издание не является соавтором расследования о коррупции на таможне Кыргызстана, а просто перепечатало материалы. Семью Раима Матраимова в данном случае оскорбил заголовок. Обиду оценили в 15 миллионов сомов. После уточнения издания, что они не имеют доказательств для данного заголовка, материальные претензии отозваны. Но при этом от всех 3 изданий Азаты, Клоуп и 24KG семья Матраимовых продолжает требовать признать, что данные в журналистских расследованиях не соответствуют действительности. Собственно, мы не признаем полностью. Мы отказываемся признавать, что это не соответствует действительности, и мы отказываемся выплачивать компенсацию. Собственно, Клоп Медиа предъявлено 12,5 миллионов. Мы отказываемся, конечно, выплачивать эту сумму. Адвокаты семьи бывшего таможенника постоянно отмечают, что готовы урегулировать ситуацию миром, и получение компенсации от СМИ не главное. Неделю назад они говорили, что обсудят со своими клиентами варианты разрешения спора, но так и не озвучили их. Ни один из представителей всех истцов, которые есть, они не вышли на связь ни с главной редакцией, ни со мной. Поэтому мы можем сделать вывод, что тот срок, на который дала судья для мирного разрешения спора, удалось договориться только с одним из ответчиков. Ну и мы увидели результат этих переговоров. Сегодня представители интересов Матраимовых заявили, что предложения должны исходить от обеих сторон. Добавили, что к разговору все еще готовы. Напомню, помимо опровержения расследований, они требуют раскрыть имена всех авторов-журналистов. Наши доверители, мы готовы полностью их выслушать. Если они соизволят, если они примут решение как раз их переговорить по этому поводу, то мы готовы их выслушать. А у вас есть какие-то идеи на этот счет?
Нет, ну у нас все идеи, конечно, мы говорили о том, что это, скорее всего, останется между ответчиками и истцами, а потом уже будет представлено для самой публики. Адвокаты журналистов сегодня также выступили с ходатайством. Защита СМИ усомнилась в беспристрастности суда и попросила перенести рассмотрение в другой районный суд. Опять же, были претензии о том, что мы не предоставляем доказательства. У нас еще не было такой процессуальной возможности. Если вот вы были на всех судебных заседаниях, на самом деле все оно откладывалось не по нашей вине. А можно сказать, что предыдущее заседание было отложено именно по инициативе стороны истца. Суд отказал стороне ответчиков. Это значит, что рассмотрение дела пока продолжится в Свердловском районном суде Бишкека. Я отмечу, что СМИ не раз предлагали семье Матраимовых воспользоваться возможностью ответного слова в разных форматах. Но ни сам экс-таможенник, никто из его родственников не захотели разъяснить свою позицию в статьях, интервью или другими любыми способами. Ну а тем временем президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков все-таки ответил участникам мирного митинга под названием «Реакция», который прошел в Бишкеке 25 ноября прошлого года. Глава государства ответил спустя 2 месяца. Тогда, напомню, участники акции потребовали от президента и парламента адекватной реакции на расследование радиозатык информационного сайта КЛОП и международной сети OCCRP о коррупции на кыргызстанской таможне. Они призвали власти привлечь к ответственности бывшего замглавы таможни Рембека Матраимова и всех лиц, которые причастны к выводу из страны $700 миллионов. В своем ответе президент ничего конкретного не сообщил. Он лишь отметил, что борьба с коррупцией – одно из приоритетных направлений его деятельности. А по результатам проверок журналистских расследований возбужден ряд дел досудебного производства. Участников реакции ответ Сооронбая Жээнбекова не устроил, и у них возникли другие вопросы. В частности, они поинтересовались у президента, цитата, «О какой борьбе с коррупцией может идти речь, когда силовики, от которых вы требуете борьбы с коррупцией, сами же эту коррупцию покрывают?» Конец цитаты. Смотрите далее в нашей программе. Пропавший сын оппозиционного таджикистанского политика нашелся в центре содержания нелегальных мигрантов под Москвой. Но это халатность. Халатность сотрудников судебных приставов, может быть, халатность надзорных органов. Второй пилот разбившегося под Алматы самолета БКР умер после выписки из больницы. Врачи рассказали, что домой его отправляли в стабильном состоянии, но уже вечером поступил вызов в скорую помощь о резком ухудшении здоровья. Медики пытались его реанимировать, но спасти летчика так и не удалось. Причину смерти теперь предстоит выяснить судмедэкспертизе. Результаты будут известны через месяц, рассказали в МВД. По любому факту гибели человека, назначаются необходимые судебно-медицинские исследования. И по предварительным данным, в данном случае причиной смерти не является ни травмы, полученные при авиакатастрофе, ни другие криминальные факторы. Вопрос, скорее всего, стоит о его здоровье, но точно все это покажет судебно-медицинская экспертиза. Тем временем свое недовольство по поводу расследования авиакатастрофы высказал депутат Азат Перуашев. Он просит премьер-министра и генерального прокурора обратить внимание на то, что настоящие, по его словам, виновники произошедшего могут остаться безнаказанными. Депутат также возмущен, что обществу до сих пор неизвестно ни о задержаниях, ни о других санкциях в отношении представителя компании БКР. Люди не видели представителей БКР ни в больницах у пострадавших, ни на похоронах погибших. Компания обошлась выражением сочувствия через прессу, как посторонняя сторона, а не как непосредственный участник трагедии. Складывается такое впечатление, что крайними опять сделают погибших пилотов, сэкономивших на антиобледенительном обслуживании, как будто это был их выбор – экономить на собственной жизни. Мертвые не могут себя защитить. Но разве это честно? Я напомню, самолет БКР потерпел крушение под Алматы утром 27 декабря. На борту находились 93 пассажира и 5 членов экипажа. В результате крушения погибли 12 человек и 49 пострадали. Британская газета «Таймс» опубликовала список недвижимости Гульнары Каримовой в Великобритании. Эти объекты могут конфисковать. Изначально эту информацию британское бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупных размерах предоставило изданию «Газет».
Речь идет об особняке Горсин Майнер в графстве Суррей в 2 квартирах престижных районов Лондона. Общая их стоимость – $52 миллиона. Особняк старшая дочь Ислама Каримова приобрела в 2010 году за $23,5 миллиона. Сегодня его стоимость оценивается примерно в $39 миллионов. Одна из квартир расположена в районе Мейфер, она стоит почти $10,5 миллионов. Вторая квартира в районе Белгравии, ее стоимость оценивается в $2 600 000. Я напомню, в Узбекистане начался новый судебный процесс по делу Гульнары Каримовой. Он проходит в закрытом режиме. Ее и несколько других лиц обвиняют в вымогательстве, хищении бюджетных средств и легализации преступных доходов в зарубежных странах. Пропавший сын оппозиционного политика, заместителя председателя социал-демократической партии Таджикистана Махмурода Одинаева нашелся. Он находится в центре временного содержания иностранных граждан в Подмосковье. Ранее отец связывал исчезновение сына с активностью спецслужб Таджикистана, которые намекали ему не выставлять свою кандидатуру на выборах в парламент. Но подозрения в похищении юноши не подтвердились. Молодой человек нарушил правила пребывания на территории Российской Федерации. Подробнее расскажет Муса Казаков. Почти неделю родственники Хача Акбара не находили себе места. Молодой человек пропал. Ни звонка, ни сообщения близким. Телефон заблокирован. Предполагали самое худшее – от похищения по политическим мотивам до несчастного случая. У Хача Акбара в Москве родные братья и дядя по материнской линии. Они и занимались его поисками. Мне сестра позвонила и говорит, что-то пропал сын. 4-й день не могут общаться с ней. И мне попросили, чтобы найти. Я обратился, заявление написали, где у нас по миграционной службе нашей, где там Изата ОМОН. И мы там обсудили все вместе, что там заявление написали, кто там находится, кто знает местонахождение, чтобы помогите, пожалуйста. Родственники обращались куда только могли, от полиции до правозащитников. Правозащитники, в свою очередь, предположили, что молодой человек может быть в центре временного содержания иностранных граждан, ЦФСИГ. Ведь в стране он находился нелегально, не оформлял необходимые документы. Пропажа мигрантов в Москве в порядке вещей, говорит Изат ОМОН. Кто-то попадает в ДТП, а кого-то находят спустя неделю в депортационном центре. Там у мигрантов отбирают мобильные телефоны и зачастую не дают связаться с близкими, словно они какие-то преступники. Хотя даже преступники имеют право на звонок. Это халатность. Халатность сотрудников судебных приставов, может быть халатность сотрудников надзирательных органов, надзорных органов. А закон им позволяет, и более того, есть возможность позвонить из центра родственникам. Как выяснилось, правозащитники оказались правы. Молодого человека все это время держали в ЦФСИГе. Об этом на следующий день после съемок нам сообщил дядя Хача Акбара по телефону. У нас очень приятные новости. Нашелся? Он сестрёный. Он телефон включился, позвонили, сразу не позвонили, он говорит, я вот сестрёный, больше не можем разговаривать. Мы позвонили в ЦФСИГ Сахарова и спросили, почему мигрантам сразу не дают сообщить о себе родственникам. И вот что нам ответили. Центр временного содержания. Алло, здравствуйте. А не подскажете, Одинаев Хача Акбар Махмуродович у вас содержится? Одинаев. Хачи Акбар. Да, у нас. А не подскажете, как вообще с телефонами там дела обстоят? Он позвонить может? Может, раз в 3-4 дня выдается телефон. 3-4 дня выдается телефон, да? Раз в 3-4 дня. А при поступлении не дают звонить просто там? Не знаю, не могу сказать. При поступлении дают звонить? Не знаю. А кто знает, от кого зависит? Никто не знает. Существующие правила помещения и содержания мигрантов в ЦФСИГах подвергаются критике со стороны правозащитников. Однако российские власти на эту проблему внимания не обращают. Муса Казаков специально для программы «Настоящее время. Азия. Россия. Москва». На этом наш выпуск завершен. Смотрите нас в социальных сетях, в эфире своих национальных телеканалов и в прямом эфире круглосуточного телеканала «Настоящее время» в Ютубе. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго. До встречи. У меня много паспортов. Все, которые есть тут у всех, есть у меня. Процедура получения российского очень быстрая. ДНРовская очень тяжелая. Unreal. Очередь большая. Запрета на использование украинского паспорта в ДНР не существует. Выкину его. У меня его уже нет. Для истории можно оставить.
Мы приняли решение отправиться на Луну и должны сделать это в нынешнем десятилетии. Мы едва научились отправлять людей за пределы земной атмосферы, и тут от нас требуют не просто рассчитать подъем и спуск в крошечной жестянке, а отправиться в многодневную миссию. Сами астронавты любили повторять, что они всего лишь вершина айсберга, что очень многое происходит за их спиной. One small step for man, one giant leap for mankind.